Накануне в республике произошло два ДТП примерно в 2:30 дня на 3-м километре автодороги Сурхаки-Алхасты. В результате выезда на встречную полосу автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир с различными телесными повреждениями были доставлены в лечебное учреждение республики. По данному факту сотрудниками госавтоинспекции назначен ряд проверок и экспертиз, по окончании которых будет дана правовая оценка действиям каждому участнику данного ДТП. Очередное ДТП по вине несовершеннолетнего подростка произошло в минувшее воскресенье в городе Карабулак. Уже ближе к вечеру 17-летний житель Назрановского района, находясь за рулем автомашины ВАЗ-2105, совершил наезд на пожилого мужчину, который переходил проезжую часть строго по зебре. У сотрудников правоохранительных органов, естественно, очень много вопросов к законным представителям данного молодого человека, как он оказался в транспортном средстве, почему он имеет допуск на дорогу именно за рулем автомобиля, не имея на то права. По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет вынесено, я так думаю, законное решение, и также будет рассмотрен вопрос о постановке на профилактический учет. И за подобными случаями далеко идти не нужно. Буквально на прошлой неделе сотрудниками госавтоинспекции по республике было зафиксировано ДТП с участием двух автолюбителей. За рулем одной находился 13-летний подросток, и на этот раз без травм не обошлось. Как владелец транспортного средства к административной ответственности был привлечен отец ребенка, которому выписали предписание и наложили штраф в размере 30 тысяч рублей. Также в отношении несовершеннолетнего, учитывая, что он не является субъектом правонарушения, то есть не достиг возраста административной ответственности, будет составлен материал, который будет передан на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Мы будем настоятельно рекомендовать о рассмотрении вопроса о постановке на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетнего данное лицо, так как он совершил административное правонарушение до возраста привлечения к административной ответственности. Срок постановки на профилактический учете составляет не менее полугода. Сотрудники госавтоинспекции в который раз предупреждают владельцев транспортных средств о том, что недопустима передача управления автомобилем лицу, не имеющим на то права. Такого же мнения придерживаются законопослушные автолюбители, которые не понимают родителей, отпускающих своих детей на дорогу, не думая о последствиях. تباغش بقى برق تباغش ماشي ديزل بيها لا برق سواء ما بقدر يا ماشي واغش و براوج ولج و تمبراوج خلص بقدر يعني ماشي خيتها واتز خرج شيء براوج حخلط ديون خيتها وات تا انا دو خلخ خلطها ما خلطي داي بيل نوانو بيل يجري بيل ويجري بيل تا انا دا نام دوش ازموچب شي ديزل دوالدر ديز از اگر حالت مودوش سن ود Согласно закону России, управлять транспортным средством имеет право только лицо, достигшее возраста 18 лет, предварительно пройдя обучение в специальной автошколе и успешно сдав экзамен на право управления транспортным средством. В противном случае отсутствие знаний и опыта вождения могут привести к плачевной ситуации на дороге. Сотрудники госавтоинспекции по Ингушетии приводят неутешительную статистику ДТП за минувшую неделю. В Республике Ингушетия произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. К счастью, погибших нет, однако ранения получило 5 человек. В том числе пострадал один несовершеннолетний ребенок. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к жителям и гостям республики об неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Будьте внимательны и предельно осторожны, и безопасных вам дорог. Зелимхан Калоев, Микаил Тангиев, Адам Далаков. Новости 24.